У нядзелю на вуліцах Брэста, Пінска, Барановіча, Жабінкі, Пружан і Вацевіча зноў адбыліся несанкцыянаваныя масавыя шэсці. У абласным цэнтры удзельнікі пратэснай акцыі блакіравалі адно з цэнтральных пераскрыжаванняў – праспект Машэрава, бульвар космонавтаў. Около 1000 людей водили хороводы, пели песни и высказывали различные лозунги. Тем самым создавали реальную угрозу безопасности дорожного движения. Для восстановления нормальной жизнедеятельности граждан, а также обеспечения безопасности дорожного движения, нами было принято решение об использовании водомета. За нарушение административного законодательства в части участия в несанкционированных митингах были задержаны 70 человек. Это я говорю про цифру в целом по Брестской области. Что касается города Бреста, то эта цифра чуть больше 40. Практика последних дней показывает, что в рамках несанкционированных массовых мероприятий участники активно применяют действия, направленные на грубое нарушение общественного порядка, сопряженные с противодействием и неповиновением законным требованиям представителей власти. При этом повлекут за собой нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций города. С учетом изложенного прокуратурой города Бреста ОВД администрации Ленинского района дано поручение на проведение проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства и дачи юридической оценки участникам акции на предмет наличия в их действиях состава преступления, предусмотренного статьей 342 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа или ареста, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок. У мінулыя выхадныя на тэрыторыі вобласці адбылося 2 дарожна-транспартных здарэнні. 1 чалавек загінуў, 2 атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Усе аварыі адбыліся на тэрыторыі Івацевіцкага района. 13 сентября около 3 часов 27 минут на автодороге М1 Брест-Минск, граница Российской Федерации, произошла дорожная авария. По предварительной информации, 23-летний брестчанин, управляя автомобилем марки Volkswagen Polo, двигаясь на 153-м километре, совершил наезд на идущего по правому краю проезжей части, не обозначенного световозвращающими элементами, 27-летнего жителя Кобринского района. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. 5 пажараў зарэгістравалі супрацоўнікі МНС в области. Ахвяр няма, пашкоджана 6 пабудоў. 12 сентября в 15:51 в Лунинце на улице Гагарина произошел пожар в блочном гараже, совмещенном с летней кухней, принадлежащим гражданину 1957 года рождения. В результате пожара огнем повреждена кровля, имущество внутри гаража, уничтожен салон, повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля. Причина пожара устанавливается.